Комментарии к президентским выборам в Чечне 5 октября 2003 года. То есть эти выборы, будем считать, что позорный факт, фарс, спектакль, устроенный российскими политиками и местными марионетками, уже прошло. По этому поводу сказал бы следующее, что на территории чеченского государства не могут быть выборы. Это просто невозможно. Нет условий. Идет страшная, кровавая, жестокая война. Это понятно всем, об этом мы говорили много раз. Второе. Решением Государственного комитета обороны и Маджлис-Шура в самом начале войны с введением военного положения объявлено, что пока идет война на территории чеченского государства, не могут проводиться съезды, референдумы, выборы или другие мероприятия, которые волеизъявляют население Чечни. Пока не будут созданы условия, пока не закончится война, пока мы не освободим свою территорию от оккупантов, агрессоров, от этих палачей. Поэтому, по-моему, не только здесь, даже и во всем мире всерьез эти выборы никто не воспринимает. Ни одна международная организация не прислали своих наблюдателей. Независимых журналистов на территории Чечни не было. Во время, когда они имитировали выборы, шли боевые действия, активные боевые действия, и процент участия населения на этих выборах максимум 3 или 5%. 3 или 5%. Все равно, хотим или не хотим, Кремль все делает по своему сценарию. Сначала придумали войну, кассетные ракеты, бомбы, войска, оккупация, потом ФСБ, ГРУ, потом геноцид, затем Конституция, затем референдум, теперь выборы. И остановить этих безумцев невозможно. Их можно остановить только силой. И мы это делаем. Поэтому сегодня, в любом случае, даже если эти выборы состоялись, был бы назначен человек, и был бы назначен человек, угодный Кремлю, кремлевским руководителям. Значит, человек неугодный чеченскому народу. Если Россия наш враг, Россия мы в состоянии войны, то как они могут нам назначить нормального президента,
или руководителя. Они нам назначат такого же врага, как сами. Поэтому руководитель или администратор, который назначен Кремлем, он будет до поры до времени выполнять функции, возложенные Кремлем. Он их будет добросовестно выполнять, то есть помогать осуществлять геноцид над собственным народом. И он это будет делать добросовестно, и он это будет делать до тех пор, пока не настигнет рука наших бойцов или на народного мстителя. Он обязательно понесет наказание.